вечер, дорогие телезрители. Программа «Музыкальный кефир». С вами в прямом эфире я, его ведущая Акунбаева Джинара. Номер нашей прямой студии 592001. Также напомню наших спонсоров, как всегда, это компания «Шоро», «Ледниковая вода Легенда» и холдинг «Ассоль». Дорогие телезрители, сегодня у нас эфир будет очень интересный, яркий и, самое главное, красивый. Ну а почему же? Не буду вас томить, сразу представлю наших гостей, которые уже в студии. Это очаровательные красавицы-девушки. Мне уже не терпится вас познакомить с ними. Здравствуйте, девочки, очень рада видеть вас. Я представлю, дорогие телезрители, сегодня у нас в гостях арт-балет «Шок», танцевальная группа «Тринити», очаровательные красавицы, талантливые девушки Лера, Диана, Алина, Ольга и Алина. Целый час в прямом эфире рассказывают нам о своих успехах, о своих танцах, и также у них команда Тринити, также арт-балет «Шок». Вообще, что это такое, что за танцевальная команда, именно об этом мы поговорим. Девочки, еще раз здравствуйте, очень рада видеть вас. Я думаю, наши телезрители ослеплены вашей красотой, так же, как и мы. И хотелось бы задать первый вопрос. Девочки, поподробнее расскажите нам о своих танцевальных командах Тринити и также арт-балете «Шок». Ну, давайте я начну, а потом девчонки уже продолжат. В общем, первый коллектив — это танцевальная группа Тринити. Мы существуем с 2005 года, довольно-таки давно. На данный момент, то есть сейчас у нас второй состав, существует он уже 4 года. Мы оставили только лишь название, а танцы и шоу делаем совершенно новое. Вот, работаем мы в 3 направлениях. Танцуем народные танцы в эстрадном исполнении. Это кыргызский, латино, русский, Испания. То есть все самые наши любимые народные танцы. Танцуем также мы светодиодное шоу и ультрафиолетовое. Мы первые, кто в Кыргызстане сделали именно светодиодное шоу, и единственные, кто работаем ультрафиолетовое шоу. То есть единственное во всем мире, да? Нет, в Кыргызстане. Только в Кыргызстане, да? Ну это замечательно. А вообще, кто стал идейным вдохновителем, чтобы создалась группа Тринити, также арт-балет «Шок»? Кто всех собирал, таких красавиц? Ну, у нас Оля не просто руководитель, она еще идейный вдохновитель. Мы ей, конечно, стараемся помогать. Мы тоже генератор идей, можно так сказать. Вот, все и работаем в тандеме. Да. Ну, конечно, на вершине наша Оля. А сколько вам лет, девушки? Сразу ты сколько дадите? В сумме. Ну, в сумме чуть меньше 100. Замечательно. Ну, как принято у девушек, не стоит спрашивать возраст, но тем не менее, девочки, сколько лет уже занимаетесь танцами? И каждая из вас как пришла именно в этот состав, именно в эту группу? Начнем, наверное, с Леры, да? Первое сижу, расскажу. Танцами занимаюсь давно, наверное, лет с 3. Это были разные танцы. Сначала это была хореография, потом хореография более серьезная, ну не как в 3 года. Потом был более такой хип-хопский у меня период. И какое-то время я не танцевала совсем, потому что уезжала. А когда вернулась, очень хотела найти шоу-балет, куда бы мне вот прям хотелось пойти, но хотелось что-то нового. И я вот была прям в поисках, потом я случайно встретила Диану, мы совершенно случайно с ней поговорили про танцы, потом она меня опять случайно вспомнила. И вот так вот мы То есть Диана потом позвала, да, получается? Ну, я, уже не знаю, каким образом. Там, видимо, Диана меня вспомнила, что мне хотелось к ним очень. Ну вот, и таким образом Алин, вообще был кастинг, да? Нет, кастинга не было совершенно. Все каким-то таким очень легко все так находится. Девочки сами находятся. Люди в любом коллективе, люди приходят, кто-то остается, кто-то уходит. У нас в основном все девчонки, вот кто приходит, у нас уходят как в Виагре по причине того, что кто-то вышел замуж или просто собирается стать мамой. Вот, а так в основном как бы, слава богу. А контракты вы заключаете, как Нет, в группе Виагра? У нас все на дружеской основе. Да, мы все очень сильно друг друга любим, ценим и просто по договоренности все по-человечески. Замечательно. Диан, а теперь расскажи ты, как ты попала в группу? На самом деле это очень длинная история. У нас есть целый час впереди. Да, да. Ну, в детстве я занималась художественной гимнастикой, уже хотела сказать спортивной. Занималась художественной гимнастикой, музыкой, ну и много чем, в общем, да, развивалась, можно так сказать. Вот. И тут однажды я пошла заниматься полденсом, и там встретила одну из бывших участниц группы Тринити, и она меня пригласила прийти и попробовать потанцевать. Ну, я и подумала, почему бы и нет. Если честно, шла с такой надеждой, что меня, конечно, возьмут, но
где-то в глубине души я очень сильно сомневалась. И я на тот момент уже была замужем. И я и сейчас замужем, да. Вот, и мой муж говорил, что это, наверное, твое увлечение всего лишь на недельку. И потом все очень быстро закончится. Да. Прошла неделька, прошло 2 недели. Муж мой злился, поначалу очень сильно злился, но сейчас вполне адекватно все воспринимает. Это замечательно. Ну а дальше мы продолжим, мы узнаем и у Алины, у Ольги, да, как вы попали в эту группу. А сейчас мы, дорогие телезрители, переключимся на короткую рекламу, позже мы вновь в прямом эфире, не переключайтесь. Дорогие телезрители, тем, кто только что присоединился к нам, напомню, это Киефир, с вами в прямом эфире, наш номер 592001. Сегодня в гостях у нас очень яркие, талантливые девушки. Арт-балет «Шок», а также танцевальная группа «Тринити». Целый час в прямом эфире рассказывают нам о своих талантах, о своей танцевальной команде. Я думаю, людям творческим особенно интересна будет наша сегодняшняя тема. Присоединяйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим очаровательным красавицам гостям, а также напомню, что девочки пришли не с пустыми руками. У них для вас, дорогие телезрители, сертификаты. Объясню, что это за сертификаты. Первый сертификат – это скидочный сертификат на 10% на шоу от девочек группу танцевальную Тринити, а также арт-балет «Шок», тоже 10% скидка, то есть их представление группы «Шок» стоит $600, так что, думаю, для этого 10% скидки – это достаточно хороший приз, так что, дорогие телезрители, поактивнее, ждем ваших звонков, но мы продолжаем, девочки. Мы остановились на Алине, да, Алин, как ты попала в группу? Ну, как и остальные девочки, да, возможно, в детстве меня отдавали в кружок танцевальный, занималась я в танцевальном кружке, но это не серьезно, как по детству многие занимаются, годик-другой. Затем также я увлеклась в школе, пошла в танцевальный кружок. Ну, с этого, наверное, с танцевального кружка в школе, наверное, началось как-то более профессиональное отношение именно к танцам. А потом как-то я просто увидела объявление о том, что требуется девушка в группу. Скажи, где еще? Где было это? Если честно, я уже не помню. Вечерки. Да. И увидела объявление, да. Решила, думаю, ну, как раз, думаю, позвоню, узнаю, как что. Пришла, меня взяли. С тех пор и танцую. Ага, замечательно. Алина, как ты попала? Все лавры мне. В шоу-группу «Тринити» я попала также благодаря Диане. Прям всех собрала. Диана собирательница. Я думаю, Дианочки сейчас все благодарны. Это было через интернет. Я как-то сидела в Одноклассниках и случайно однажды получила сообщение от девушки. Смотрю, девушка из Бишкека, посмотрела фотографию, смотрю, девушка танцует, очень красивая, привлекательная. И она написала такое сообщение. Не хотела бы ты попробовать, к нам в группу? Я думаю, спам, что ли, это? Думаю, удалить сообщение. Знаете, какое в ответ сообщение последовало? Это развод. Ну, мало ли что может быть. Я потом посоветовала с мамой. Мама сказала, ну да, конечно, если у тебя есть желание, то, конечно, можешь попробовать. Затем я приехала к ним в группу, познакомилась уже с Олей, и как-то так уже И ты поняла, что на самом деле это не развод, а действительно правда. Я объясню, почему она такая недоверчивая. Она у нас с другой стороны, она из Узбекистана. Ой, это наша, получается, иностранный гость у нас в Кыргызстане. Ага. То есть ради танцев, Алин, ты переехала в Бишкек? Нет. Нет, в Узбекистане я тоже занималась танцами. 12 лет я протанцевала в народном коллективе. Затем приехала сюда учиться. По причине того, что учеба здесь гораздо дешевле. И спустя полгода я получила сообщение от Дианы, и все. С тех пор я танцую. Замечательно. Ну и, наконец-таки, Ольга. Оль, все девочки красивые, эффектные, пришли. И что ты попросила их сделать? Станцевать, продемонстрировать талант, я думаю? Как правило, когда девочки приходят, то есть я показываю совсем элементарные движения, ничего сверхъестественного я никогда не прошу, сразу видно по динамике и как человек двигается. То есть, в принципе, буквально 2-3 движения достаточно, чтобы понять, способен ли человек делать определенное движение или нет, как он чувствует музыку, такт. То есть это не так уж много времени занимает, буквально 2-3 минуты.
но при этом какие-либо критерии важны, учитывались? То есть у девушек обязательно должна была быть там растяжка, соответственно, фигура, рост, вес, цвет это все волос. учитывалось? Цвет волос не столько прям обязателен, но, конечно, мы всегда, когда, допустим, с девочками кого-то нового берем к себе в группу, мы смотрим, чтобы как минимум человек был обаятельным на внешность, как минимум человек должен как бы обладать, я не скажу, что шикарной фигурой, но чтобы фигура должна была быть хорошей, чтобы было приятно на человека подтянутая. смотреть, подтянутая. Бывают такие моменты, когда, допустим, нам нравится человечек, кто-то нам, девочка, кто-то пришел к нам, но фигура, к примеру, полненькая она. То есть мы говорим, у тебя есть месяц, там, полтора, занимайся, пожалуйста. А потом добро пожаловать, да? Все верно. Нет, человек начинает с нами заниматься, разучивать танцы, но за это время он просто начинает уже потихонечку приводить свой организм, свою фигуру в порядок. Ну, девушки, а сейчас уже у вас группа сформировалась, возможно ли попасть к вам? Я думаю, сейчас телезрители, которые посмотрели, загорелись желанием попасть к вам. Конечно, возможно, у нас всегда открываются новые проекты, без проблем, звоните, не стесняйтесь, можно прийти. Но вы не к нам. обучаете, да, стоит заметить, Оль? Да, мы не обучаем, потому что у нас на этого нет, к сожалению, времени. Просто физически мы не успеваем, потому что у нас тренировки, работа постоянная, мы мотаемся, очень много гастролируем, и поэтому просто, не из-за того, что мы не хотим преподавать там или обучать ребят, с удовольствием, но пока не складывается, может быть, чуть позже. Дорогие телезрители, вот такие вот очаровательные девушки, наверное, вам уже интересно посмотреть наконец-таки на их выступление. Обязательно прямо сейчас давайте посмотрим нашу традиционную рубрику K-Tube, где вы можете увидеть выступление наших сегодняшних очаровательных, талантливых девушек. И прямо сейчас танцевальная команда Trinity, также арт-балет Шок, вы увидите их выступление. Только что вы увидели танцевальную группу Trinity, их выступление, это ультрафиолетовое шоу. Давайте спросим у девочек, у наших сегодняшних гостей. Девочки, очень впечатляющее выступление. Вы слышали, как я закидывала просто вас вопросами, это как, что? Теперь вот ответьте нашим телезрителям. При выступлениях, да, как проходят тренировки, костюмы эти необычные, то есть какие-то условия, обязательно надо выключать полностью свет, да, поподробнее нам об этом, Оль, расскажешь? Давайте. В общем, смотрите, основное наше правило и просьба, да, действительно, нужно полностью выключить свет. Сейчас мы со светом не дружим в отношении светодиодного и ультрафиолетового шоу. Многие говорят, ничего страшного, там горит. То есть, на самом деле нет. Для нас очень-очень важно, чтобы прям полностью все выключили, чтобы добиться и действительно яркого, интересного эффекта. И выключают? Выключают, да. То есть, когда разговариваешь с людьми, объясняешь им это все заранее, говоришь, и не как снег на голову, тогда, конечно, люди к этому готовы, они стараются, они идут на контакт и с удовольствием выключают. Администрация у нас тоже в наших даже ресторанах, она очень даже благосклонно к этому относится, скажем так, и тоже идет всегда на уступок, всегда старается полностью везде все выключить. Замечательно. Диан, я знаю, в этом номере танцевала ты. Да. Расскажи нам, как вы проходили в целом репетиции, подготовка, кто ставил танец, где вы вдохновляетесь? Ну, ставила танец Оля, конечно. Мы ей помогали, да, потому что это танец такой очень необычный, нестандартный, можно так сказать. Вот, и, конечно, потребовалось усилия всех, чтобы он получился. Вот, ну, мне нравится в этом танце фишка, где мы крылья снимаем. Это никто не ждет этого момента, и у меня даже мурашки, знаете, вот когда люди в восторге, это вот так приятно, прям радует душу. Когда вот слышишь их восторг, Да, вау, да. да? Ага. А костюмы, где вы покупаете костюмы ультрафиолетовые? То есть это фосфором мажете или как? Все верно, да. То есть мы делаем все это самостоятельно с девочками. Где-то я что-то прошу, где-то у меня супруг, который мне во всем очень сильно помогает. То есть он тоже, все, что связанное с красивым рисованием, рисует он. Вот, и самостоятельно шьем, самостоятельно все делаем, обшиваем, расшиваем. Девочки сами сидят, кропотливо расшивают все костюмы, всю мелочь, это все благодаря им. То есть, получается, вы отдаете этому не только, да, свою душу, но и все свободное время? Ну, можно сказать, да, мы постоянно вместе находимся, говорю, как общая целая семья. Это я заметила, потом, как мы уже готовились к эфиру, вы как и действительно команда стояли друг за дружкой ровно, кстати, это я заметила. Это замечательно. Также у вас есть арт-балет Шок, который буквально недавно вы выпустили эту программу, показали. Вы готовились к нему целый год, да? Все верно, да. Готовились к этому проекту целый год. Готовили очень трепетно и щепетильно. Вот, он сейчас еще не до конца. То есть у нас
Мы сейчас приготовили шоу, называется «Дюймовочка». Длится оно вот 12 минут, 12-13 минут. Это в этом промежутке состоит из 5 номеров полноценных, и на данный момент готово 3 номера. И вот Лерочка, она представляет как раз-таки именно арт-балет «Шок». Да, потому что в Тринити я не участвую, а вот в арт-балет «Шок» я танцую. Вот, можете спросить ее эмоции, она вам расскажет. Лер, слушаем тебя. Я могу бесконечно просто об этом рассказывать, потому что, когда меня девочки пригласили, ну, мне вкратце объяснили, А что как давно ты в арт-балете? То есть недавно? вообще недавно. Где-то месяца 2. Да. Всего лишь, да? И это достаточно большой успех за 2 месяца уже Конечно. представлять номер, да? Конечно. Так вот, я вам расскажу. Я уже. молодец, да, Лера? Сначала девочки объяснили вкратце, вот как бы мы светимся, вот у нас крылышки, зонтики. Я думаю, блин, крылышки, зонтики. А я хип-хоп танцую. Мне эти крылышки как-то, ну вот. И когда мы порепетировали, я выучила номер, меня поставили на каблуки. Это опять-таки для меня была целая трагедия, потому что я в кроссовках Хип-хоп танцую. это совсем другое. же. Конечно. Ага. Вот. Но я так тоже немножко скептически была настроена, потому что я не могла представить, что мы делаем. Там, блин, что-то ходим, что-то машем, вообще непонятно. Но когда мы выступили первый раз, и мне показали, как это выглядит на видео, у меня вот такие глаза были. Да ладно, это что ли мы танцуем? Это нереально красиво. Вот просто нереально. Так что я очень счастлива. Я думала, ты сейчас заинтриговала наших телезрителей. Арт-балет «Шок» нереально красиво. Это действительно так. Я думаю, сама еще не смотрела. Давайте, дорогие телезрители, прямо сейчас посмотрим выступление арт-балета «Шок» в нашей традиционной рубрике «Кей-Туб». Дорогие телезрители, только что вы посмотрели выступление арт-балета «Шок». Я думаю, название «Шок» само за себя говорит. Действительно, я в шоке, думаю, и вы в шоке от их выступления. Дорогие телезрители, присоединяйтесь к нашей беседе. Номер нашей студии 592001. Ждем ваших звонков. Также напомню, что наш телеканал Кей-Муз есть и в социальных сетях. Это Одноклассники, Skype, Facebook, Instagram, где все, что интересного происходит на нашем телеканале, новые выпуски наших программ можете посмотреть. Заходите к нам, оставляйте свои отзывы, сообщения, мы это все обязательно учтем. Ну а мы продолжаем. Девушки, я действительно в шоке от выступления. Вы видели мой восторг, я говорила, прекрасная музыка, сказочная. То есть мы знаем, это, Оль, у тебя зародилась такая идея, да? Как вдруг она к тебе пришла? Если честно, я уже не помню. Так как мы делаем это целый год, как это получается? Когда ты начинаешь делать номер, а потом он обрастает еще кучей каких-нибудь. То есть это совсем новое, да? Да. То есть, когда, допустим, бывает такое, что ты приносишь что-то на тренировку, рассказываешь девочкам, девочки тоже загораются и начинают: а давайте вот это туда, а давайте вот это еще туда добавим, и вот это, а потом сидишь и начинаешь это все в кучу соединять, придумывать и дорабатывать, уже обрабатывать полностью номер. Немножечко о костюмах. Вот эти крылья бабочки, они просто шикарные, настолько сказочные. Как вы это все шили? Сколько времени, сколько сил, труда? Это далось очень сложно на самом деле. Делались они почти 3 месяца прошлого лета. Целый год, да, вы готовили? Да, мы потихонечку, потому что мы не спеша, не комками, а потихоньку делали, потихонечку подходя там это, то есть, ну, допустим, там взяли за комбинезоны, потихоньку сделали комбинезоны, потом крылья, потом у нас есть очень красивые зонты, у нас есть юбки-трансформеры в этом шоу, то есть, и все потихоньку, каждый реквизит, а реквизита много, 5 человек, то есть нужно это все сделать, все обшить, обклеить стразами, очень много времени занимает, но мало-помалу вот так вот и мы приходим к красивому шоу. Замечательно. Арт-балет «Шок». Шок, то есть само название от того, что номер действительно шокирует, ведь так? Ну, да. Мы рассчитывали на это. Ага. В хорошем смысле этого слова, конечно. Замечательно. Девочки, вот как ваши тренировки проходят? То есть каждый день, я думаю, да? Нет, на самом деле не так. Проходят они всегда по-разному. Если мы готовимся к новому какому-то шоу, то тренировки проходят более насыщенные, более часто. То есть мы можем каждый день тренироваться. Мы можем тренироваться 2 раза в день, если нужно. Если у нас есть, к примеру, какая-то цель к определенной дате, поставить что-то, да? Вот. Если же, допустим, у нас нет определенных целей, то мы можем тренироваться
так, для поддержания, можно сказать, самого шоу в том отношении, чтобы не забывать. То есть там отрабатывание синхрона, там раз в две недели, раз в неделю, 2 раза в неделю, вот так вот. Угу. Ясно. Сколько у вас номеров в вашем арсенале таком? Ну, смотрите, танцевальная группа Trinity, там очень много танцевальных номеров, потому что уже второй состав 4 года мы существуем, естественно, как бы наша база танцевальная, она растет. А в арт-балете, я уже повторяюсь, то есть сейчас получается повторюсь, да, одно шоу, на данный момент готово 3 номера, и дай бог до конца мая мы сделаем еще 2 номера, то есть будет уже полноценное шоу, как мы планируем, на 13 минут. Девочки, а помимо танцев, чем вы занимаетесь? Начнем с тебя, Лер. Ну, я вообще визажист. Угу. Вот. То есть всех красит Лера? Ну, если они меня просят, то выбора-то у меня другого нет. Сказать-то никогда нет. Конечно, мне их нравится красить, а девочки такие очень красивые. Вот. Я еще Олю люблю заплетать. Вот видите, у нее косичка красивая. Да. Ага. Так что я вот занимаюсь этим, у меня своя себе школа, сама преподаю. заплела. Да, вот такие вот дульчики у Вот меня. заметьте, дорогие Реклама телезрители. такая ненавязчивая. Если что, вы знаете, к кому обратиться. Мы после эфира обязательно телефон Леры возьмем, и вы будете звонить, плести косички у Леры. Лер, то есть ты визажист у нас? Да. Угу. А учишься? Нет, я уже определилась с профессией, я визажист-стилист, я этим занимаюсь, я это преподаю, мне это нравится, и, в принципе, пока я довольна тем, что я делаю. Угу. Замечательно. А Диан? Ну, я учусь на экономиста, осталось недолго, на самом деле, надеюсь, что я закончу этот университет, наконец-то. Особой страсти, конечно, к профессии не испытываю, очень люблю танцевать, но я считаю, что это отличная база вообще для построения будущей карьеры. В любом случае, я не буду танцевать вечно, мне надо будет чем-то другим себя занять в жизни. А преподавать дальше же, Диан? Об этом я тоже думала, но... Пока более ближе мне цель отучиться вот, и пойти по профессии, скорее всего, работать. Замечательно. Алина? Ну, у меня профессия также связана с танцем, все равно на хореографа. Учусь, ну, заочно, правда, сейчас. О чем был вопрос? Чем занимаешься? Ага. Алина, походу, у нас о чем-то задумалась и мечтает. Тогда пусть Алина пока помечтает, спросим Оль. Я журналист по профессии, я закончила, а по профессии не иду, то есть занимаюсь любимым делом, считаю себя счастливым человеком. Конечно, на самом деле все время отдает танцам. Я просто не знаю, как даже ни минуты просто не может быть свободной. Она постоянно что-то делает. Если у нас нет тренировок, значит, Оля делает костюмов. Если есть у нас костюмы, значит, Оля идет навстречу о будущей работе договариваться постоянно. Поэтому ни на что времени не хватает. Ну, я довольна, мне это нравится. Даже книжки не читает. Минус, хотя очень сильно любила читать, когда училась в школе, это было давно. Тут мы раскрываем все правды. Ага. Да, ну вот, к сожалению, как-то все никак с этими книжками. Начинаешь читать и сразу засыпаю. Но тем не менее, зато вы дарите нам такую красоту, такие выступления просто шокирующие. Алин? Я учусь на лингвиста, изучаю немецкий, английский языки. Я только на половине своего пути. Еще много учиться. Вот. Ну, свое будущее хочу связать не только с танцами, но и, возможно, с языками иностранными. Это очень замечательно, девочки. Не только талантливые, красивые, хорошо танцуют, но еще и интеллектуально подтянуты со всех сторон. Да, это очень замечательно. Дорогие телезрители, вновь напомню вам, что сегодня у нас в гостях арт-балет «Шок», а также танцевальная группа Trinity. Очаровательные девушки Лера, Диана, Алина, Ольга и Алина. Сегодня же целый час с нами в прямом эфире рассказывают нам о своих выступлениях, о своих творческих успехах. Я думаю, очень интересный эфир, особенно для творческих людей. Присоединяйтесь, задавайте вопросы девочкам, а также напомню, что у нас есть сертификаты за самые интересные актуальные вопросы, которые понравятся нашим телезрителям. И в конце программы мы вручим эти сертификаты с 10% скидкой для наших самых активных телезрителей. 59 20 01 номер нашей студии. Ну а прямо сейчас у нас в эфире короткая реклама, позже мы вновь в прямом эфире, не переключайтесь.
Дорогие телезрители, мы вновь в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях, напомню, арт-балет «Шок», танцевальная группа «Тринити». Это девочки Лера, Диана, Алина, Ольга и Алина сегодня у нас в эфире. Звоните к нам, задавайте вопросы девочкам. Я думаю, будет интересно узнать, как они пришли, к такой форме, идеальной фигуры и танцуют хорошо. Я думаю, очень интересно будет и вам узнать, взять у девочек советы. Также напомню, что девочки принесли сертификаты. Это скидочные сертификаты на их шоу. На шоу «Арт-балет» «Дюймовочка», а также в танцевальной группе «Тринити». 10% скидки. Так что, дорогие телезрители, этот сертификат, я думаю, должен достаться обязательно вам. Поактивнее ждем ваших звонков. А мы продолжаем, девочки. У меня вот такой вот вопрос. Девочки, столько девочек, мы девочки очень капризные, где-то у нас настроение то хорошо, то плохо, да? А вот когда в команде одни девочки, я думаю, обязательно вспыхивает что-то там, где-то не нравится, где-то нравится. Как вы находите общий такой тут единый консенсус, золотую середину? Ну, безусловно, не без этого бывают конфликты. Ну, мы стараемся решать, все равно как бы, если там кто-то поругается, допустим, там Диана с Олей поругались, тут на помощь придем мы и попытаемся их помирить. Всегда находим, как-то пытаемся найти общий язык, выйти из ситуации. То есть, если кто-то поругается, обязательно третье лицо, и я думаю, наоборот, так легче, да, мириться? Да, у нас так никто что, не молчит. Вам Главное не не страшно молчать. ругаться, Зачем? потому что есть третье лицо. Конечно. Но мы же постоянно вместе находимся, все равно придется помириться. Или с плохим настроением работать, или помириться. Мы выбираем помириться. Замечательно. Девочки, а вот, Оль, я поняла, ты у нас лидер, да, то есть следишь за всем, костюмы, выступления. Вот в основном, где часто вы выступаете, на каких мероприятиях, какого масштаба? У вас же есть определенные критерии, допустим, нам предоставляете, да, гримерную, это определенный прайс-лист именно ваших каких-либо потребностей? Ну, во-первых, все зависит от того, какое шоу люди хотят заказать. Если, допустим, это обычные наши народные эстрадные современные танцы, то, в принципе, мы можем поместиться на минимальной площадке. Главное, чтобы она была более-менее удобная. Вот. И, естественно, должно быть место для переодевания. Ну, это, как правило, если даже не присутствует такого места, бывает, там, не знаю, кабинет директора, там, или еще что-то. То есть нам лучше кабинет директора. Все-таки нам освобождает какой-то такой маленький уголочек, небольшое пространство, где мы можем переодеться. А вот эти цвета, то есть светодиодное и ультрафиолетовое шоу здесь, конечно, немного сложнее. И во-первых, светодиодное тоже там идет определенная минимальная площадка, то есть мы говорим, что площадка должна быть такая-то, такая-то. Потом второе условие — это полное выключение света, то есть полностью. И, естественно, более такая широкая гримерка, более просторная, для того, чтобы было удобно одеть костюм, потому что костюм все-таки тоже необычный, провода очень капризные, вещь такая, что может чуть потянул, где-то что-то уже не так. И когда мы одеваем даже костюм, к примеру, мы его там ложим в определенном положении, чтобы там ничего не тянуло. То есть даже да, так, там да. целая система ниппель, скажем так. Вот, ультрафиолетовое шоу — это еще немного сложнее, потому что площадка должна быть гораздо больше, так как с нами работают дополнительно люди, техники, которые привозят наше светодиодное, то есть световое ультрафиолетовое оборудование, и оно устанавливается на площадку перед нашим выступлением. А в основном самое такое спрос, да, на какие танцы у вас? По-разному совершенно. Люди разные, у всех разный кошелек, карман, возможности. Вот. И каждый, в принципе, хочет сделать свой праздник более ярче и интересней. И я не скажу, что, к примеру, там мы любим выступать только на таких мероприятиях или только вот там, где самые лучшие, да, рестораны. Нет, главное отношение гостя непосредственно к нам. Если к нам бывает, что, знаете, вот так, 5 человек сидит, к примеру, да, вот буквально 5 человек, мы станцевали самый какой-то обычный номер, но столько отдачи, столько аплодисментов, что приятно работать. Иногда бывает, мы работаем на большие какие-то корпоративы, где 1000 человек, 1500 человек,
но отдачи очень мало, потому что зритель контакта нет, сидит очень далеко, и, как правило, половина даже может даже не посмотреть. Зрителей очень много, все, к примеру, чем-то кто-то занят, еще что-то. Вот, отдачи нет, и мы уже не так довольны. То есть здесь должен быть всегда какой-то контакт. Здесь, получается, самое главное не в количестве, а в том, что как зрители это воспринимают, их Все аплодисменты, верно, вот это верно. самое главное, Да. верно? Замечательные девушки, ну, давайте вновь посмотрим, мне, честно говоря, не терпится посмотреть вновь ваше выступление с зонтиками, также арт-балет шоу, Да, есть. верно? Дорогие телезрители, вновь у нас рубрика K-Tube, арт-балет шоу, выступление с зонтиками, давайте посмотрим. И очередное выступление наших сегодняшних гостей, арт-балета «Шок», а также танцевальной группы «Тринити». Очаровательные девушки Лера, Диана, Алина, Ольга и Алина. Только что вы видели вновь очередное их выступление. Девочки, это самое крутое шоу, я не знаю, она первая у нас в Кыргызстане, вы самые первые, да? То есть вы первые, я думаю, каково быть, я думаю, первопроходцем, да? Кто ответит на этот вопрос? Ну, быть первым всегда страшно, но в то же время даже приятно быть первым. А вообще кому это пришла идея такая? Потому что у нас ультрафиолетовые светодиодные выступления, вообще их нет, вы первые, то есть... Ну, кому? Оля, конечно. Оля всегда хочет чего-то нового. То есть обычные танцы, они есть у всех. Зритель может посмотреть много разных команд, они танцуют, в принципе, почти одну и ту же программу. Да, кто-то по-разному ее преподносит, у всех разные костюмы, но по сути это обычные танцы просто. Конечно, хочется чего-нибудь новенького. Вот мы подумали, почему бы не в темноте. Оля, как это пришло к тебе в твою светлую голову, такое выступление яркое? Светодиоды пришли, есть такая группа Illuminate. Вот, ее все многие знают, они приезжали к нам сюда тоже в Бишкек, выступали. У них благотворительный тур был. Вот, они работают с холодным неоном. То есть это один из светок, который тоже цепляется на костюм и светится. Но он настолько в отношении света капризный, когда идет дополнительный источник света, он практически его не видно. И, в принципе, я загорелась именно сначала, то есть сделать как в стиле Illuminate, чтобы тоже у нас светились костюмы. Мы тогда делали фрик-шоу, Алина помнит, мы прям с ней начинали это все ставить. И мы заказали с Китая свет, нашли, заказали, к нам пришли. То есть пришел этот холодный неон, мы его нацепили на юбки. Что он есть, что его нет. То есть, ведь заказывали самого Китая. Да, все верно. Ну, как говорится, попытка не пытка. Во-первых, мы первопроходцы, нам вообще никто ничего не рассказывал. Что это, как это, куда это. То есть, потом второе. То есть на своих ошибках сами, верно. получается. Мы прицепили на юбки, если выключать полностью весь свет, то есть... Кромешная темнота. Да, кромешная темнота, то тогда видны на юбках, то есть виден этот цвет, а здесь там мы не оформили вверх совершенно. И, то есть, непонятно. Да, что-то было непонятное. Естественно, мы делали полумрак, на полумраке его особо не видно. И мы поняли, что, вот первые наши ошибки пошли. Потом мы загорелись именно светодиодное шоу. Мы загорелись, толчком было на самом деле тогда... Как называется конкурс, куда мы готовились первый раз? Танцы. Что-то танцы или танцор какой-то лучше. Я танцор. Да, спасибо. Вот. Как хорошо, что столько светлых умов. Просто столько я танцор, танцую, танцы. Мы недавно в танцы ездили, кстати, на ТНТ. Мы об этом еще поговорим. Да, без проблем. В общем, и получается так, что мы решили поучаствовать в этом конкурсе, и у меня загорелась эта идея именно поставить светодиоды. Ну, я такая умная, думала, за неделю мы так это все сделаем. А в общем, на деле мы приготовили номер, естественно, костюмы не приготовили, поучаствовали, все замечательно, прекрасно, мы не прошли. Не прошли по той причине, потому что нам нормально не объяснили. Мы приготовили на финал другой номер, а думали, что просмотр будет с другим номером. И как бы мы немного не по формату там были, мы были в костюмах. Это на ТНТ, да? Нет, это про «Я танцор». Это здесь, на «Я танцоре». В Бишкеке, когда проходил. Да, это
тогда лет тому здесь, да? назад. И вот вы команда уже сформировавшаяся, выступление у вас, не одно выступление за вашими плечами. У нас очень много конкурсов, да, куда наши соотечественники, наши местные танцоры ездят. К примеру, я танцор, на ТНТ очень много проектов. Я тогда же знаю, вы тоже ездили на ТНТ, да, девочки? Расскажите нам, как это все было. Я думаю, эта идея пришла Оле. Ездила только Ездила Оля. Ездила я по причине Одна того, Оль. что да, нет, я ездила еще с одной девушкой, это девушка Елена, она с первого состава Тринити, сейчас она не танцует в Тринити, вот, но возникла это у нее идея, она позвала, я ее поддержала. Вот, почему не поехали? Я, конечно, бы с удовольствием, то есть захотела, чтобы мы поехали все вместе, но это все финансовая сторона. Затраты, это так. Конечно. И летали мы в Санкт-Петербург. На кастинг, да? Да, на кастинг. Мы летали не на кастинг, а на предкастинг для кастинга. Вот. Так как, допустим, когда делали танцы на ТНТ первый сезон, это было, ну, как бы мало кто знал об этом, это было не совсем таки известное то есть шоу. И люди, то есть было очень мало, в принципе, людей, и там многие прошли. А вы прошли? Нет, я не прошла. По Почему? причине того объясню. Во-первых, было больше 600 человек. Вот, выбрали всего 19. Из них выбрали половину людей, которые делают шоу, а не танцуют. Вот, это первое. Второе, как тебе повезет, на самом деле все эти предкастинги — это лотерейный билет. И вытянешь ты его, не вытянешь, там уже ты не знаешь. Ты когда едешь, ты не знаешь, кого будут набирать. Допустим, в том городе, в котором я была, это Питер, да, там больше набирали контемп. А я, допустим, представляла больше, ну, то есть направление джаз-фанк. То есть немного в другом стиле совершенно. То есть такие тонкости тоже есть, да? Вот, да. То есть когда я первый раз ну, вот именно такого масштаба предкастинга поехала просто поучаствовать, посмотреть, что это такое. Естественно, ну, я на самом деле не жалею. Очень много опыта, очень много новых знакомств. Было довольно-таки интересно, было очень сложно. Мы только номерки, говорю, 3 часа получали, в очереди стояли. И потом еще где-то около 6,5 часов ожидания, чтобы пройти. Это очень утомляет, да? Очень сильно утомляет. Как правило, ребят смотрят 5-10 секунд. За 5-10 секунд ты ничего не успеваешь показать и говорят следующий. А ребята, которые там просматривали, они сидели с 9 утра. Заходила я в 9:30 вечера туда. И, естественно, на тот момент уже набрали всех. Просто всем в основном говорили нет, 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 следующий. То есть особо уже не было как бы возможности пройти. Ясно. Ну, девушки, но у нас уже буквально пару минут осталось до окончания эфира. Так быстро улетело время, да. Так бы мы также продолжали бы с вами нашу беседу интересных. Последний мой вопрос. Какие у вас вообще на будущее планы? Поехать, быть может, с вашей командой на другие мероприятия, так как у нас уже были наши соотечественники, которые ездили на всемирный танцевальный конкурс, да? То есть у вас какие планы, девушки? Мы хотим захватить мир и поработить всех танцами. Отлично вообще. Ну, сказать честно, мы пока еще как-то особо не думали. Вот у нас спрашивают, вы будете там участвовать, будете там участвовать. В принципе, почему бы и нет, все это обсуждаемо, нужно будет подумать. А так у нас в планах сделать новое шоу. Уже сейчас есть заготовки в голове, какие-то интересные идеи. Сейчас вот буквально мы доделываем дюймовочку и начинаем уже делать что-то новое и интересное. Девочки, спасибо большое, что пришли к нам. вам. Были очень рады видеть вас. Озарили нашу студию красотой. Спасибо. Девочки, мы пожелаем вам только успехов, да, также радуйте нас вашим творчеством и новых вам начинаний и продолжений, да, девочки. Еще раз большое спасибо. Дорогие телезрители, наша программа уже подошла к концу. Целый час в прямом эфире. С вами были очаровательные девушки Лера, Диана, Алина, Ольга и еще одна Алина, очаровательные красавицы, арт-балет «Шок», а также танцевальная группа «Тринити». Целый час рассказывала вам о своих творческих успехах и о своей команде танцевальной. Я думаю, вы тоже заинтересовались. Девочки также у нас пока не преподают, к сожалению, но вы можете обратиться к ним. Для их двери всегда открыты, верно, девушки? Конечно. Ага, дорогие телезрители, ну а наша программа уже подошла к концу. С вами была я, Акунбаева Джинара. Всем до скорых встреч и всем пока.